В России проходит неделя отказа от алкоголя. Давайте об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте. Представляю гостя студии. Светлана Ганеева, медицинский психолог высшей категории Республиканского наркологического диспансера. Светлана Салаватовна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот на самом деле в голове немножко не укладывается. Да? Вот, неделя отказа от алкоголя, впервые практически дни лета, когда вот наступило вот-вот тепло. Да ни одни дачные выходные не представляют, мне кажется, россияне, вообще без алкоголя, хотя бы там какого-то маломальского. Это специально вот эту неделю приурочили в этот период? Ну, вообще, отказаться от алкоголя – это должен быть некий образ жизни не только вот эту неделю. А вообще человек изначально, да, генетически, скажем так, человек и алкоголь это несовместимо. То есть человек растет, да, ребенок растет, он же живет без алкоголя, и он умеет получать удовольствие без алкоголя. И потом вот, скажем так, под веянием общества, социума, может быть, еще каких-то факторов, там, психологических факторов, уже начинает знакомиться с алкоголем и считает, что это норма. Светлана Соломоновна, вот тогда такой вопрос, знаете, если ребенок, да, подросток и так далее, умеет получать удовольствие от жизни, радуется чему-то, вот как надо воспитывать ребенка, чтобы у него потом не возникло тяги к алкоголю? Как вот, чтобы внутри него был стержень, чтобы он веянием общества не поддался? Ну, конечно, это личные границы, это умение отстаивать свою точку зрения. А значит, и впоследствии, уже во взрослом возрасте, в период взросления, он сможет себя самоорганизовать. Ну, что мы чаще всего наблюдаем, да, когда ребенок подходит к маме и говорит: «Мам, ну вот мне скучно, вот давай что-нибудь там поиграем или дай телефон». Ребенок сам с собой не умеет играть, он не может себя организовать и найти себе интерес. А потом, конечно же, из него же вырастает взрослый человек, который не может сам с собой быть в ладу и себя организовать на какую-то деятельность. Светлана Салаватовна, а вот какова сейчас статистика именно страдающих у нас алкоголем в Республике Башкортостан? Может быть, за последние годы, да? Может быть, снижается статистика или наоборот? Ну вот за последний год, за 2023 год, скажем так, первично зафиксированная цифра по алкогольной зависимости – это 104,7 на 100 тысяч человек. Что значит первичная? Те, которые первично обратились за помощью именно в нашу наркологическую службу вообще по республике. А за последние 3 года наблюдается снижение алкогольной зависимости на 3%, там чуть 3 с лишним процента. До какой крайности человек должен дойти, чтобы к вам обратиться? Вот лично ему, он сам придет и скажет, признает: я алкоголик. Ну, вы знаете, вообще люди, страдающие алкогольной зависимостью, они, как правило, не признаются. Как ему объяснить? У нас в России нету насильного, да, лечения. Может быть, зря. Возможно. Тогда как есть. Как есть, да. Насильно тут невозможно, понимаете. Даже если по настоянию родственников он пролежит, скажем, в стационаре, пройдет стационарное лечение, медикаментозное лечение, но затем после стационара, если он выписывается, идет, достаточно, если он еще сохранный в плане социальной, да, сохранности, у него есть работа, у него есть еще семья,
до определенного, опять же, такого срыва, когда он опять уйдет в употребление алкоголя и опять вновь стационар «здравствуй». Но, конечно, для закрепления эффекта мы всегда рекомендуем реабилитацию. То есть после стационара обратиться в реабилитацию для закрепления эффекта, трезвости, мотивации к трезвости, чтобы понять, что да, я хочу изменить свой образ жизни, я хочу изменить взгляд на свою жизнь, уметь вновь приобрести тот навык, получать удовольствие от жизни. Конечно, состояние употребления, они и активны, и общительны очень чрезмерно, но в состоянии алкогольной зависимости, да. Вот. Какие сложные убеждения, касающиеся именно тех, кто страдает алкоголем? Скажем так, что есть мифы, да, алкоголизации. Все-таки, да, вы правильно подметили, ложные убеждения, которые у нас есть. Это алкоголь как антидепрессант. Снять стресс, расслабиться, мне помогает алкоголь. И мы это очень часто можем услышать. На самом деле алкоголь – это не антидепрессант. Алкоголь – это депрессант. То есть, получается, человек и так уже истощен с алкогольной зависимостью, да, организм истощен, нервная система истощена. И тут еще и он, ну, скажем так, заливает свою депрессию, или, как очень часто любят говорить, свои какие-то неудачи, мне это помогает, и мне это вот нужно. И тут получается, что, наоборот, он усугубляет свое состояние, и как таковой радости алкоголь не несет в себе. И вот это ложное убеждение, что алкоголь мне поможет, а сколько глупостей совершаются как раз-таки вот вроде бы антидепрессант. Вот вопрос такой еще, да, миф это или нет? Существует ли безопасная доза алкоголя? Конечно же нет. Понимаете, любая доза алкоголя – это уже риск. Риск как в плане психологическом, психическом, так и физическом. То есть сказать, да, вот некое там сколько-то граммов – это безопасная доза. Если бы была бы, да, доза, то, наверное, было бы разрешено садиться за руль. В некоторых странах эти... Ну вот, в некоторых странах есть и другое, что для нашего менталитета нашей страны, ну, в корне, ну, не то, что неправильно, оно противоречит нашему все-таки менталитету нашего российского общества. Какие профилактические вот мероприятия, да, может быть, я сейчас очень так шаблонно спрашиваю, но вот как сделать так, чтобы в обществе, может быть, было меньше как-то, вот что каждый может сделать для себя, с профилактической целью, чтобы алкоголизм не распространялся? Ну, вообще профилактика алкоголизма есть 3 вида. Профилактики – это первичная, вторичная и третичная. Первичная профилактика – это вот как раз-таки на людях, у которых нет зависимости. И люди, которые живут трезво, которые ведут принцип жизни – это трезвый образ жизни, это занятие спортом, это получение удовольствия от широкого такого спектра деятельности. И это и школьники, это и студенты, и взрослые люди. И если вы можете себя причислить к этим людям, значит, вы идете правильной дорогой. И значит, да, это вот ваш путь, и от этого пути не стоит отходить в другую сторону. А вторичная профилактика – это уже у людей, у кого сформировалась зависимость. И тут, конечно же, нужно обратиться за помощью в первую очередь. Это все-таки прислушаться к себе и сказать: нет, я хочу изменить свою жизнь, я хочу видеть, как растут мои дети, возможно, растут мои внуки, да, или я хочу увидеть своих детей,
счастливыми и вообще хочу увидеть своих детей. А значит, я хочу изменить свою жизнь и обратиться за квалифицированной помощью. Потому что сейчас, ну, скажем так, псевдоспециалистов, работающих в области наркологии, зависимости очень много. Поэтому, конечно же, нужно выбирать квалифицированную помощь, идти к квалифицированным специалистам, к докторам, но и не только работать человеку зависимому, но и его окружению, близкому. То есть это может быть дети, если это взрослые дети, которые проживают с ним на одной территории, жены, мужья, родители, если вот они все тесно взаимодействуют, им нужна тоже помощь, и они тоже должны работать. Потому что мы часто также слышим, видим, когда приходит пациент и его родители или жена и говорит: вот вы занимаетесь его лечением, и чтобы он вот жил дальше в трезвости, чтобы вы его измените, вы его вылечите. Но когда мы говорим: но вам тоже нужна работа, вам тоже нужно работать с психологической точки зрения, потому что это системная работа, это семейные, скажем так, заболевания, да? Но, к сожалению, близкие говорят: нет, помощь мне не нужна, вот помощь ему, пожалуйста, но я нет, мне помощь не нужна. Вот это вторичное. И третичное – это уже профилактика, это уже люди, которые прошли лечение от алкогольной зависимости. И здесь самое главное – сохранить эту трезвость. Чтобы не было рецидива, не было срыва. Сохранить трезвость, даже не сохранить, а, наверное, восстановить связи, которые, к сожалению, из-за алкогольной зависимости были утеряны, научиться жить трезво и научиться получать удовольствие от жизни без алкоголя. Вот это третичная профилактика. Светлана Салаватовна, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, рассказали. Мы, конечно, не обо всем рассказали, но мы все равно подняли какие-то вопросы, которые наверняка вот касаются кого-то из зрителей, кто-то, может быть, сейчас задумается. Спасибо огромное. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.